Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, сегодня мы с вами пройдем 86-ю суру Священного Корана, суру Ат-Тарик. Сура, как вы заметили, состоит из 17 аятов. Итак, мы начинаем. Первый аят. «Вассамаи ват-тарик». С огласовки вау уходим на удвоение син. И так как син со свойством свист, удерживаем «вассама». Удлинение в размере 4 огласовок. После долготы нужно максимально четко произносить огласовку кясра у буквы хамза. «Вассамаи ват-тарик». Нужно быть максимально внимательным, чтобы звук вау не произносилось ватта, так как твердый звук влияет на впереди стоящий звук, который является у нас вау. И нужно начинать ват-та. Ват-тарик. Удваиваем. Здесь у нас долгота в размере 2 огласовок. Так, удлинение долготы, вот так, скажем так, фатха. Ват-тарик. Ват-тарик. Ри, максимально мягкое произношение огласовки кясрыда, и при остановке каф огласовка аннулируется. И таким образом получается у нас «Вассамаи ват-тарик». И у нас здесь правило калкала, которое нужно максимально произносить правильно. «Ват-тарик». Рико, ико, ико. Итак, второй аят. «Вама адрака мат-тарик». «Вама». Удлинение в размере 2 огласовок. Удлинение. «Вама ад». Калкала. Ад. Адра. После мягкого произношения. Даль со свойством взрывность. Адра. Удлинение в размере 2 огласовок. Фатхи. Адрака мат-тарик. С огласовки фатха над мим, звуком мим, уходим на та. И таким мат-тарик. Ни в коем случае нельзя произносить мат-тарик, ма, чтобы твердость та не влияла на мягкий звук мим. Ма-та, мат-та. Рика. Удлинение в размере 2 огласовок здесь. Фатха удлиняется. Мат-та. Рико. Здесь в данном случае аннулируется дамма, уходит в сукун, и со свойством калкаля произносим каф. И таким образом, второй аят. «Вама адрака мат-тарик». Третий аят, обратите внимание. «Ан-наджму ссакиб». «Ан-наджм». Здесь вот так как существительное начинаем с фатхи. «Ан». Удержание, назализация в размере 2 огласовок, так как она назализованный звук, нун, удержание. Ан-наджи. Применение с калкалей. Джим звук является одним из 5 звуков со свойством калкаля. Ан-наджи. Иджи. Ни в коем случае она не должна звучать как ж. Ан-наджи. Наджи. Что является грубым ошибкой, потому что у звука джим нету вот этого свойства как тафаши. Есть, наоборот, полная противоположность, взрывность. Ан-наджи. Иджи. Иджи. Ан-наджиму. Ан-наджиму. С огласовки дамма уходим на удвоенный звук са. Удваиваем. Ан-наджимус. Мусса. Мусса. Потом удлинение в размере 2 огласовок фатхи. И каф. Мягкое произношение. И при остановке дамма у буквы Б аннулируется и уходит в сукун со свойством калкаля. Итак, ан-наджму ссакиб. Вот здесь у нас долгота в размере 2 огласовок, естественное удлинение. Ан-наджму ссакиб. Ан-наджму ссакиб. Итак, 4-й аят, обратите внимание. «Ин куллу нафсин ламма алейха хафиз». Итак, «ин куллу». Четкое ясное произношение кясры. «Ин» удержание сокрытия в размере 2 огласовок. «Ихфа».
куллю, к, куллю, не кунну, кунну, нет, не носовое произношение, а ротовой к, куллю. Нафсин. Удержать фа, так как фрикативный звук, если впереди звука со свистом стоит фрикативный фа, нужно максимально четко договаривать. Нафсиль, нафсиль. А здесь у нас правило танвин встречается с лямом, правило идгам без назализации, с ассимиляцией. Так, нафсилламма, нафсилламма, нафсилламма. После удвоения уходим на назализацию мим в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок фатхи. Итак, обратите внимание. Ин куллю нафсилламма алейха. Нужно обращать внимание, чтобы ага произносилось максимально четко, гортанный звук, удлинение в размере двух огласовок фатхи. Алейха хафиз. Обратите внимание. Алейха ха 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 ха. Разница большая. Обратите внимание. Обе гортанные звуки, так, звуки обе гортанные, но нужно разделять, потому что ха кардинально отличается от ха. Алейха хафиз. Удлинение в размере двух огласовок. Хафиз. При остановке аннулируется танвин дамма и за сукуном. Хафиз. 4-й аят. Еще раз прочитаем. Ин куллю нафсин ламма алейха хафиз. Итак, 5-й аят. Переходим. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. فَلْيَنْظُرْ. Уходим. Сокрытие в размере двух огласовок, твердое сокрытие. Нужно быть очень внимательным, чтобы звук я не стало твердым. Фаль-янзур. Нет. Фаль-янзур. Янзур. Плавный уход с мягкого на твердый ихфа. Мягкое произношение я на твердый ихфа, так как за твердый звук. А сокрытие подчиняется после идущему звуку в мягкости и в твердости. Фаль-янзуриль. Согласовки кясра уходим на лям. Янзуриль инсану. Сокрытие в размере двух огласовок. Инсану. Долгота в размере двух огласовок. Итак, фаль-янзуриль инсану мим. Удержание в размере двух огласовок назализации. Мим. Вот здесь одна из самых распространенных ошибок является в том, что мимма хулик. Многие удлиняют огласовку фатха 2 раза. Мимма хулик. Нужно быть очень внимательным. Здесь долготы после мима, после второго мима, после удвоенного мима отсутствует. И поэтому мимма, мимма, мимма хулик, хулик. При остановке аннулируется фатха, переходит в сукун и со свойством калкала. И таким образом у нас получается فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. 6-й аят, обратите внимание. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. خُلِقَ мимма. Полный идгам с полной назализацией в размере двух огласовок. Мимма. После назализации удлинение в размере двух огласовок фатхи. Прошу прощения, удлинение в размере 4 огласовок. Мимма. После долготы у нас сокрытие ихфа. Сокрытие. В размере двух огласовок и мягкая она. Да. Долгота в размере двух огласовок. Фико. Фико. При остановке танвин аннулируется и уходит сукун. И обратите внимание. Хулика мимма индафико. Переходим на 7-й аят.
Яхруджу мин байнис сульби ва тараиб. Здесь у нас долгота, тильда в размере 4 огласовок. Итак, мы забыли. Яхруджу, яхруджу. Ха твердый, ра твердый, поэтому яхруджу. Мин байни. Здесь назализация, полная назализация в размере 2 огласовок. Мин байни. С огласовки кесра уходим на удвоенный звук. Сад твердый. Яхруджу мин байни сульби ва та. С огласовки фатха уходим на удвоенный та. Ва тара. Здесь долгота в размере 4 огласовок. Фатха над ра. Ва тара и б. Калкала у букву б. Итак. Яхруджу мин байни сульби ва тараиб. Тараиб. 8 аят. Иннаху аля раджи'ихи лакадир. Итак, иннаху, четкое произношение кесры, удержание назализации в размере 2 огласовок, потом долгота в размере 2 огласовок даммы. Иннаху аля. Долгота в размере 2 огласовок, естественно, удлинение. Раджи, калкала, джим, после твердого произношения ра. Раджи, ихи. Долгота кесры в размере 2 огласовок. Раджи, лакадир. Лака. Долгота в размере 2 огласовок. Фатхи. Лака. Твердое произношение. Лакадир. Приостановка аннулируется. И ра здесь мягкое произношение. И таким образом, 8 аят. Иннаху аля раджи'ихи лакадир. Переходим на 9 аят. Яума тубля сараир. Здесь тоже у нас долгота. Тильду забыли. Яума тубля. Яума тубля. Калкала. Тубе. Согласовки фатха. Уходим на удвоенный син. С удвоением син. Тубелес сара. Долгота в размере 4 огласовок. Удлиняем. Фатха. Сараир. Ра. Сукун переходит дамма. И мягкое произношение ра. И таким образом. Яума тубля сараир. 10 аят. فما له من قوة ولا ناصر. Итак, фама, долгота в размере 2 огласовок, удлиняем фатху, огласовку фатха над мим. Фама лаху, здесь тоже, естественно, долгота в размере 2 огласовок, удлинение даммы. Фама лаху мин, здесь ихфа твердая, в размере 2 огласовок, сокрытие. Мин кувватин. Удваиваем ва. Тин и вау у нас правило идгам с частичной назализацией в размере 2 огласовок. Так. Мин куввати валя. Долгота в размере 2 огласовок. Валя на. Долгота то же самое в размере 2 огласовок фатхи. Над нам. Над звуком нун. Валя на сид. Сад с огласовкой кесра. И ра при остановке танвин аннулируется и уходит в сукун. И ра здесь мягкая. С мягким произношением. И таким образом. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Переходим на 11 аят. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاء удваиваем син. وَالسَّمَاء долгота в размере 4 огласовок. وَالسَّمَاءِ ذَا межзубное произношение «за» и долгота в размере 2 огласовок фатхи. «Зати»
с та уходим на ра. Ра здесь твердое произношение, после которой калькаля джим. И при остановке айн аннулируется огласовка и уходит в сукун. И таким образом وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ر ذَاتِ الرَّجْ رَجْ 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 потом айн. После произношения калькалы звука джим. Итак, еще раз. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Итак, 12 аят. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Валь, уходим на лям. Арды, ра твердая, да с кесрой. Арды. Нужно обращать внимание, чтобы хамза не произносилась твердо арды. Нет. Арды. Зати, долгота в размере двух огласовок фатхи. Зати, с огласовки кесра уходим на удвоенный сад. Здесь нужно обращать внимание на тот факт, что сад твердый звук, после которого идет мягкое произношение со свойством взрывность мягкого звука даль. Сад, нет. Сади. А потом остановка айн, аннулируется огласовка кесра и уходит в сукун. Таким образом, обращайте внимание. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Еще раз. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Нет. صَدْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. 13 аят. «Иннаху лакаулун фасл». Итак, удержание в размере двух огласовок назализации, долгота в размере двух огласовок даммы, естественное удлинение, четкое произношение кесры. «Иннаху лакаулун фасл». Здесь в размере двух огласовок сокрытие, мягкое сокрытие. Фас, сад твердое. Фасл. Здесь аннулируется танвин дамма и переходит в сукун. И таким образом иннаху лакаулун фасл. Фа мягкое, сад твердое. И уходим на лям мягкое. Фасл. Иннаху лакаулун фасл. Так как сад со звуком свист, нужно до конца договаривать свист свойств, а потом без огласовки, так как нет огласовки, а потом уходим на лям. Итак, 14 аят. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. وَمَا, долгота в размере двух огласовок, фатхи. وَمَا هُوَ بِالْ, с фатхи уходим на лям, с касры, ба, прошу прощения, бил хазл. Аннулируется кесра над лям, уходит в сукун при остановке, и таким образом وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. 15 аят. «Иннахум якидуна кайда». Иннахум, четкое произношение кесры, удержание нуна, назализация в размере двух огласовок. Иннахум якидуна. Долгота в размере двух огласовок кесры, вот здесь. Якиду. То же самое, долгота в размере двух огласовок даммы, естественное удлинение. Иннахум якидуна кайда. При остановке аннулируется танвин и уходит в размере двух огласовок долготы. Кайда. Итак, иннахум якидуна кайда. 16 аят. Ва акиду кайда. Ва акиду. Долгота в размере двух огласовок. Здесь касры. Ва акиду кайда. При остановке аннулируется танвин и в размере двух огласовок удлиняем. Ва акиду кайда. И последний аят на сегодня, обратите внимание.
Фамахилил кафирина амхильхум руайда. Обратите внимание. Фамахи. После ударения на ха, потом кесра, так как удвоение ха. Фамахи ли лил. Фамахилил ка. Долгота в размере двухогласовых. Кафирина. Долгота в размере двухогласовых кесры. Фамахилил кафирина амхильхум. Здесь нету назализации, кроме как свойства самым, относящимся самим звуком мим. То есть нету амхильхум. Категорически запрещено, потому что нету причины для такого произношения. Мягко, четко, ясно произносим амхильхум. И все. Амхильхум руайда. При остановке аннулируется танвин и переходит в размере двухогласовок. Здесь удлинение. Руайда. А маленький мим — это для слитного произношения со следующей сурой, с басмалей, который является ба. Руайдам бисмилля. Ну, это, иншаллах, мы об этом говорили. И таким образом, последний раз прочитаем 17-й аят. Еще раз обратите внимание. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Давайте еще раз на завершение прочитаем все 17 аятов по тем правилам, которые мы с вами прошли. Итак. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. Ассаламу алейкум.